Звук э. Гласный, мягкий губной звук. При произнесении данного звука кончик языка продвигается вперед. Э, э. Для сравнения возьмем тоже губной звук у, э, у, э, у, э, э, э. Звук э. Встречается в начале, в середине слова. Слово будет мягким, потому что мягкий звук. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Үлкен, күл, күлкі, үш, сүрт, үйрек, күн, үміт, үкімет. В отличие от русского языка, в казахском языке существует тәуелдік жалғау, окончание притяжательности или окончание принадлежности, которые прибавляются к слову и показывают принадлежность этого слова, предмета первому, второму или третьему лицу. Далее будем приводить примеры, а пока ознакомьтесь с этими окончаниями. Попробуйте их запомнить. Если принадлежащее слово заканчивается на согласный звук, прибавляем в первом лице ам, во втором эн, аңыз, в третьем Если же слово заканчивается на гласный звук, прибавляем в первом лице во втором ңыз, в третьем с. Наверняка вы уже знаете, что в казахском языке окончания идут параллельно, твердые и мягкие. Твердые окончания прибавляются к твердым словам, мягкие окончания к мягким словам. Для примера возьмем слово жұмыс, работа. Жұмыс – твердое слово, а значит прибавим твердое окончание. Заканчивается на согласный звук с. Прибавляем соответствующие окончания. Менің жұмысым, сенің жұмысың, сіздің жұмысыңыз, оның жұмысы. Это отличительная особенность казахского языка. В русском языке нет таких окончаний. Вот наглядно посмотрите, после слова «работа» нет никаких окончаний, а в казахском есть. Поэтому нужно их запомнить. Мы никогда не скажем «менің жұмыс», вас просто не поймут. «Менің жұмысым» – моя работа. Возьмем мягкое слово «үй». Как раз сегодня проходили звук Мягкий звук, значит слово будет читаться мягким, а значит и окончание будем прибавлять мягкое. Үй заканчивается на согласный звук и. Менің үйім, сенің үйің, сіздің үйіңіз, оның үйі. Теперь возьмем слово, которое заканчивается на гласный звук. Она, мать. Слово твердое. Она на гласный звук заканчивается, поэтому в первом лице просто М, во втором лице просто Ң прибавляем. Менің анам, сенің анаң, сіздің анаңыз. Твердое слово, значит твердое окончание. Оның анасы. Возьмем также слово, которое заканчивается на гласный звук, но мягкое слово. Әке, отец. Менің әкем. Сенің әкең. Сіздің әкеңіз. Мягкое слово, мягкое окончание. Оның әкесі. Өздік жұмыс. Мына сөздерге ел, қала деген сөздерге тәуелдік жалғауларды жалғаңыздар және төменге видеоның астына жазуларыңызға болады. Мен міндетті түрде тексерем.
Самостоятельная работа для вас. К словам ель, кала прибавьте окончание притяжательности и можете написать под видео в комментариях. Я обязательно проверю и отвечу вам. Это была бы хорошей практикой.